Казахстане критичная ситуация с зерном. Сегодня на столичном брифинге это подтвердил новый министр сельского хозяйства. Напомню, во время уборочной кампании на севере страны начались дожди, которые затянулись на 3 недели. Сейчас, как итог, фермеры собирают с полей проросшую пшеницу. Но смогут ли аграрии продать этот урожай? Да и кредитные обязательства остаются. Какую помощь фермерам окажет правительство? И можно ли спасти казахстанское зерно? Узнавала Динара Нургалиева. Небесная канцелярия продолжает испытывать наших аграриев. Этим летом из-за засухи серьезные убытки понесли сельхозпроизводители Жамбылской области. Правда, в правительстве решили компенсировать затраты пострадавших фермеров. На это уже выделено больше 3 миллиардов тенге. А вот потери, которые понесли в северных зерносеющих регионах, пока оценить сложно. Из-за дождевой воды пшеница уже проросла в колосе. Урожайность по зерновым в этом году снизилась, говорит министр сельского хозяйства. Сегодня мы пока ущерба там не видим, но в основном фермеры что просят? Пролонгация долгов, удешевленное дистопливо на сушку зерна и долги по субсидиям закрыть. Отразится ли ситуация на стоимости буханки хлеба, новый глава ведомства ответить не смог. Да и о возможном временном запрете на экспорт пшеницы говорить рано, пояснил Айдарбек Сапаров. С полей сейчас собрано лишь 40% урожая. Для завершения уборочной кампании и просушки зерна аграрии получат удешевленное дизельное топливо, говорят в Министерстве энергетики. По цене не выше 250 тенге за литр. Речь идет о 74 тысячи тонн дополнительного объема дизельного топлива. Каким будет отечественный урожай в этом году, пока неизвестно. Премьер-министр Казахстана на заседании правительства подчеркнул, мол, уборочная кампания под контролем, а после дал поручение своим подчиненным. В зерносеющих регионах до конца месяца сильных дождей не прогнозируется. Надо уложиться в этот срок. Сроки приходятся на конец сентября. Правда, в Министерстве сельского хозяйства уже заявили, что отстают от дедлайна. По оптимистичным прогнозам, уборочную кампанию завершат в октябре. Тогда будет понятно, какой ущерб аграриям нанесли проливные дожди. Динара Нургалиева, Дидар Елеов, Информбюро, Астана.